О самых заметных событиях понедельника, 17 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия помогает восстанавливать Донбасс. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил город Кировское Донецкой Народной Республики. Расскажем подробности визита. Комфортные условия для бойцов. Одно из предприятий Якутии изготавливает печи, способные обогревать палатки. Безопасность движения. В Якутске и Нерюнгри выпали обильные осадки. Дорожная техника вышла на уборку улиц от снега. Юбилейный мальчик в годовщину якутской автономии. 200-го ребенка, родившегося в этом году, выписали в Ленске. А в Алдан прибыли сборные России по биатлону. К ним присоединились команды Белоруссии и Казахстана по лыжным гонкам. Как встретили гостей. Якутия помогает восстанавливать Донбасс. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил город Кировское Донецкой Народной Республики. Якутские специалисты уже несколько месяцев работают в этом городе, где с 2014 года во время военных действий была разрушена критически важная инфраструктура. Как идет восстановительный процесс? Подробности в сюжете. Новые классы, современное оборудование, укомплектованная столовая. Директор второй школы города Кировская, не скрывая эмоций, проводит экскурсию для якутской делегации. Еще несколько месяцев назад в такое преображение трудно было поверить. Это здание не реконструировали 40 лет. Оно было почти в руинах. И теперь, благодаря Якутии, здесь снова смогут учиться дети. Причем новый компьютерный класс появится и в соседней школе, номер 3. Примите, пожалуйста, слова искренней благодарности от педагогического коллектива. Школа воплощает детские мечты. И для кого-то этот компьютерный класс, для кого-то из ребят, станет воплощением их мечты. Уже несколько месяцев в Кировском работает команда ГУП ЖКХ Якутии. Под руководством наших специалистов к 1 ноября уже будет сдан 31 объект. Среди них школа, больница, культурный центр, жилые дома, дороги. Все это помогает местным жителям как можно скорее вернуться к мирной жизни. Я хотел бы отметить отдельно уровень специалистов, которые вы отправили непосредственно в Кировское. То есть это высококлассные специалисты, и благодарность и от жителей города, потому что они чувствуют, что действительно Россия пришла и что действительно оказывается всесторонняя поддержка. Но жители города больше всего благодарны за решение водного вопроса. Воду в дома 8 лет подавали по расписанию, всего на пару часов в день. Теперь здесь появилась новая насосная станция. Эта система, она причем с большим резервом. Там, в системе для подпитки воды нужно порядка 200 кубов в сутки, а мы благодаря Якутии сделали 200 кубов в час. То есть, по сути, суточных более 4000 кубических метров. Но это серьезные резервы, поэтому мы к зиме готовы. Вчера тепло в городе подали. И вот здесь отдельные слова благодарности. На самом деле, это от всех жителей города Кировска и, конечно, от правительства Донецкой Народной Республики. На этом сотрудничество между двумя регионами не ограничивается. Айсен Николаев уже наметил несколько направлений, по которым можно развивать двусторонние отношения. Так как Республика Саха-Якутия является одним из лидеров IT-отрасли в целом в стране, я считаю, что мы здесь могли бы отработать как раз по открытию таких IT-центров уже и в Кировском, не только в Кировском, но и в целом в Донецкой Народной Республике. Считаю, что вот опыт нашей Якутии здесь можно смело применять. Это и касается и кино, кинотеатров создания, и вот еще раз говорю, IT-центров для того, чтобы молодежь там могла работать. Ну и это же целая такая индустрия, которая крайне востребована в любом регионе сейчас. Также в рамках этого визита был обсужден вопрос об использовании производственных мощностей легкой промышленности ДНР. Например, на местных фабриках можно шить теплые вещи и обмундирование для военнослужащих из Якутии. Максим Кардозу, Джор Березкин, Виктор Олесов, Донецкая Народная Республика. Власти республики также продолжают работу по поддержке семей мобилизованных, добровольцев, контрактников и военнослужащих. Так, единовременную материальную помощь 200 тысяч рублей им назначают в течение суток после подтверждения приписки мобилизованного в воинской части Министерством обороны. Об этом на брифинге сообщила зампред правительства Якутии Ольга Балабкина. Как отметила вице-премьер, по установленному порядку выплату получает супруга военнослужащего. Родители имеют право на выплату только в случае ее отказа или отсутствия от супруги заявления.
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 122. Каждое обращение рассматривают индивидуально. Необходимо обратить внимание на тот факт, что непосредственно сами выплаты осуществляются в течение суток подтверждения Министерством обороны Российской Федерации нахождения мобилизованного, приписка его к той или иной воинской части. В связи с этим возникают вопросы, которые сегодня уже обращаются к нам граждане, связанные с тем, что есть уже те, у кого есть подтвержденное место службы, приписка к воинской части. Они подали заявление позднее или мобилизованы позднее, а есть те, кто мобилизован ранее, еще до сих пор нет таких сведений. Северо-Восточный федеральный университет также начал помогать мобилизованным из Якутии. По адресу Кулаковского, 42/3 в Якутске работает штаб гуманитарной помощи. Организован коллективный сбор от факультетов, институтов высшего учебного заведения. В основном приносят теплые вещи, в том числе войлочные стельки, наколенники, теплые трикотажные шапки и многое другое. Некоторые сдают денежные средства. Например, административно-хозяйственное управление собрало 50 тысяч рублей. На эти деньги купили печку, буржуйку и канистры для воды. В штабе СФФУ также принимают звонки по горячей линии. Руководство высшего учебного заведения выделило дежурную машину. Гуманитарную помощь нам уже сдали порядка 10 учебных подразделений, структурных подразделений. Помощь принесли. Вот студенты несут ответственность, все подсчитывают, все записывается, учет ведется. На той неделе мы сдали в центральный штаб вместе около 35 килограммов помощи в виде печек, буржуек с канистрами. И на этой неделе мы собираем теплые вещи, возможно, закупка тоже таких же нужных вещей, как печки. И по волонтерской помощи мы сотрудникам и женам их, которые мобилизованы, оказываем помощь. Также организации Якутии продолжают активную помощь мобилизованным. В частности, создают комфортные условия для нахождения бойцов на территории проведения специальной военной операции. Например, якутский котловой завод изготавливает печи, способные обогревать палатки, рассказывает Галина Чекурова. Якутский котловой завод занимается изготовлением всего спектра котлов и печей. Специалисты отмечают, что в день, когда объявили о частичной мобилизации, ими было принято решение создать специальную печь, которая будет хорошо функционировать в полевых условиях. Ранее мы создавали такой печки уже для оленеводов, для мобильных юрт. Они прошли испытания уже на севере, то есть в тундре, да? Отзывы хорошие были. И почему бы и нет создать такие же печки для палаток. Изменили немножко конструкцию, дали название АСПБ. И вот уже неделю тестируем такие печки. В данный момент за моей спиной происходит процесс изготовления печей. Так, по словам специалистов, в месяц планируется производить около 330 печей и отправлять их на территорию Украины для помощи гражданам из нашей республики. Мы создали две печки, АСПБ-57 и АСПБ-87. Одни отличаются размерами, весом и длительностью горения. АСПБ-57 горит на одной закладке 1,5 часа дровами, а АСПБ-87 уже горит более 2 часов. По словам специалистов, никаких умений для топки иметь не надо. Она работает как обычная стандартная печь. Имеет топочный секцию, зольник. Регулирование воздуха производится через заслонку. Когда уже в палатке температура нагреется, его можно поставить уже на минимальную, чтобы он медленно горел и тлел. Таким образом горение достигает до 2 часов. В ближайшее время завод планирует отправить около 10 печей. В дальнейшем, по словам специалистов, в день будут изготавливаться более 15 источников отопления. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Уроки мужества провели для старшеклассников Международной арктической школы. Занятия посвятили Великой Отечественной войне. Рассказали об основных исторических фактах, подвигах якутян, а также затронули современные события и их значение для страны. Подобные уроки проводят для старших классов регулярно, чтобы воспитывать у ребят чувство патриотизма и гордости за родину.
Напомним, с начала сентября в школах и колледжах страны раз в неделю проводят тематические классные часы. Разговор о важном. Школьники обсуждают вопросы, связанные с историей и культурой страны, ее роли в мировых процессах. Хотелось, чтобы наши выпускники из естественного, из физико-математического класса, они поняли важность знания истории России, важность воспитания патриотизма. Сегодняшний урок дал мне понять о том, что все-таки у мужества нет предела, у мужества нет границ и, соответственно, у патриотизма тоже. Идем далее. Движение транспорта в Якутске стало проблематичным. Причина этому – заснеженные дороги. Кроме того, стало больше дорожно-транспортных происшествий. Как проводит очистку дорог от снега, выяснял Роман Макаров. Как сообщают сотрудники акционерного общества «Якутдорстрой», работа по очистке снега проводится с утра до вечера. Смена начинается в 7 утра и длится до 9 вечера. В процессе очистки задействованы сотрудники из коммунальных служб, а также специальная техника. С 10 октября по 16 октября включительно было собрано 1072 кубометров снега. На данный момент работает 27 единиц техники. У нас 4 потока. Это улица Кальвица, улица Ярославского, Вилюйский тракт и улица Лермонтова. Любая работа имеет свои трудности. В данном случае они связаны с трафиком движения и другими факторами дорожного движения. Бывают очень большие пробки, не дают, если дорога широкая, убирать более-менее, а когда дорога узенькая, тогда очень трудно убирать. Большие пробки создаются. Традиционно в период снегопада и гололеда наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Так, в период с 10 по 17 октября на улицах Якутска произошло 95 аварий, в которых пострадали 6 человек. Да, очень много бывает аварий, очень скользко, поэтому нам надо стараться убрать вовремя его. Работа управляющих компаний по очистке снега проходит ежедневно в дневную и ночную смены. Также работа проводится в общественных местах. Действия работников зависят от метеоусловий. Роман Макаров, Джолустан Иннокентьев, Якутск. После обильного снегопада в Нерюнгри на улице города тоже выехала снегоуборочная техника. Как справляются коммунальщики с этой задачей, какие работы ведутся сегодня, интересовалась Ирина Лазаренко. Снегопад, который обрушился в минувшие выходные на город, заставил дорожные службы работать в усиленном режиме. На территории города уже выполнены работы по механизированной снегоочистке тротуаров, проездов вдоль школ, детских садов и поликлиник, а также проезжей части по проспекту Геологов, улице Аюнского и автодороге на больничный комплекс. На сегодняшний день продолжаются работы по очистке проезжей части дорог, очистке внутриквартальных проездов, а также на ежедневной основе ведутся работы по распределению противогололедных материалов на автомобильных дорогах и внутриквартальных проездах. По очистке внутриквартальных проездов задействовано 3 единицы техники. На распределение противогололедных материалов 2 единицы техники. На очистку проезжей части дорог 2 единицы техники. Тем не менее, работы ведутся с задержкой. Поэтому резкие перепады температур и снежный покров, который то тает, то замерзает, становятся причинами травм у населения. За последние 2 недели к травматологам обратились около 480 человек. 70% из них получили травмы в результате гололеда. Чтобы избежать серьезных последствий от падения, необходимо придерживаться простых правил. Не нужно торопиться при выходе из дома заблаговременно. Нужно расставить своевременные промежутки, одевать соответствующую обувь, демисезонную либо зимнюю обувь. Ну и, соответственно, держать руки свободными, чтобы ничего не мешало в случае падения сгруппироваться. При получении травмы нужно прежде всего осмотреть себя, посмотреть, нет ли болевых ощущений в верхних, нижних конечностях, в голове. Если все хорошо, то можно подниматься. Если есть какие-то жалобы, то нужно вызвать на себя бригаду скорой медицинской помощи. Несвоевременность снегоочистки связана с тем, что снегоуборочная техника является арендованной. В приоритете у подрядчика стоит уборка федеральной трассы, потом районных дорог и в последнюю очередь городских улиц. В ближайшее время городские власти пообещали изменить ситуацию. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Еще одна разработка якутян. В учебно-научной технической лаборатории Якутска подготовлены к патенту более качественные морозостойкие пыльники для авто. По мнению экспертов сферы материаловедения, износостойкость данного агрегата стала низкой, поэтому разработаны более морозостойкие пыльники. По словам испытателей, они способны выдерживать очень низкую температуру в течение долгого времени. Тем не менее, эксперименты продолжаются. Нам обратились с автосервиса «Автогруппа» с просьбой, чтобы мы смогли, с проблемой в том, что вот такие вот пыльники часто выходят из строя. И вот мы с ними сейчас проводим вместе экспериментальную работу. Точнее, мы разработали пыльники, сейчас им передали для испытаний, и в данное время они проходят. А детский технопарк «Кванториум» отмечает 5 лет со дня открытия в Якутске. «Кванториум» – это федеральная сеть детских технопарков, один из которых во Дворце детского творчества развивает детей по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Всего в технопарке открыты 9 квантумов, то есть образовательных направлений, и каждый квантум посещают по 50 и более детей. За 5 лет произошло много наши ребята делали очень хорошие проекты, выигрывали, побеждали на различных конкурсах, конференциях. Мы расширяем вообще детям взгляд на этот мир. То есть с помощью компьютерных технологий, приборов дети наши изучают вообще этот мир. Я хожу в лабораторию. Как долго ходишь? Уже с сентября. И чему ты научился? Всему научился, как проводить опыты, как их сделать и безопасность. Тебе нравится? Да, очень нравится. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Ветеринаром. Традиционный месячник психологического здоровья стартовал в учебных заведениях. В течение месяца в школах и детских садах проведут различные психолого-педагогические мероприятия. Наш корреспондент Мария Краташевская отправилась в Саха-политехнический лицей. Подробности далее. В Саха-политехническом лицее обучаются 1622 ребенка. Несмотря на большое количество учеников, педагоги стараются уделить внимание каждому ребенку и помочь становлению гармоничной и здоровой личности каждого ученика. Месячник психологического здоровья в школе встречают словно праздник. Но я считаю, что это очень важно. И, конечно, для ребят у нас, наверное, бывает некий такой праздник, потому что наши психологи, они, конечно, организуют очень много разных мероприятий, как раз посвященных этому месячнику. Проводятся уроки интегрированной биологии и психологии. Знаете, мы на этих уроках пытаемся не просто проводить комбинированный урок и самим рассказывать. Да? Наверное, это уроки, когда можно вызвать детей на какой-то откровенный разговор, на диалог и так далее. И ребята с удовольствием, конечно, принимают участие. Все в это время у нас в школе организовано с позитивом, скажем так, да. Даже когда мы заходим в школу, встречает нас музыка, встречают очень такие вежливые, конечно, учителя. Но все учителя очень открыты в нашей школе, не только в рамках этого месячника, а вообще мы стараемся найти подход к каждому ученику, конечно. На уроке математики дети решают задачи при помощи проективной методики, то есть через рисунок отражают свое эмоциональное состояние. На уроке русского языка и литературы пишут сочинения, в которых рассказывают о запомнившихся событиях. А на уроках ИЗО и черчения учащиеся не только рисуют и чертят, но и используют дополнительные материалы. Ну а на переменах ребята с удовольствием слушают живой оркестр, рисуют на воде и лепят. В школе функционирует и собственное Министерство психологии. В нем активно работают ребята, которых интересует профессия педагога-психолога. Они проводят в школе анкетирование, тестирование. Один из выпускников лицея Феодосий Ефремов. Он еще в 9 классе решил, что станет психологом. Сейчас он учится в педагогическом институте и идет на красный диплом. Будущий психолог считает, что именно педагоги лицея заложили в нем любовь к этой профессии. Любовь к психологии привили к моей педагоги-психологи. Когда я работал в Министерстве психологии, я осознал, что профессия психолога – это моя профессия.
Педагоги лицея считают, что месячник психологического здоровья способствует формированию у детей коммуникативных навыков и позитивного отношения к себе и к окружающим, развивает умение разрешать конфликт и правильно вести себя в стрессовой ситуации. И это, несомненно, поможет им во взрослой жизни. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. 100-го ребенка, родившегося в этом году, выписали в Ленске. Мальчик родился 12 октября в Ленском родильном отделении. Дауд, так назвали сына родителей, для супругов он стал третьим ребенком в семье. На свет мальчик появился с весом 3780 граммов и ростом 58 сантиметров. На торжественную выписку пришли близкие люди и представители районной администрации. Поздравив семью с рождением сына, замглавы района Прокопий Петров вручил маме от районной администрации сертификат на 100 тысяч рублей. Также мама получила сертификат «Дети столетия» на такую же сумму. Очень даже спасибо большое администрации и всем, кто в этом участвует. А на что вы будете тратить? Ну, все для блага деток будет у нас. И еще один подарок к столетию Якутии. По инициативе учителя национальной гимназии ИКАТА Светланы Липатовой проходят съемки по фотопроекту «Дети в книге». В этом проекте ученики национальной гимназии примеряют на себя образы из произведений якутских писателей. Из 10 произведений осталось снять еще 2 картины, после чего все фотографии выставят в коридорах школы. Нашей целью стало дети в последнее время совсем не читают. Поэтому мы придумали такой проект, чтобы дети, смотрев наши снимки, картинки, заинтересовались. И им было понятно, в какое время герои наши были как одеты. Наш учитель якутского и литературного языка Светлана Афанасьевна пригласила нас сниматься в проекте «Дети в книге». Я играю роль воина племени Тонбис. Теперь о спорте. В Алдан прибыли сборные России по биатлону. К ним присоединились команды соседних государств Белоруссии и Казахстана по лыжным гонкам. За встречей спортивных делегаций наблюдал Руслан Павлов. Удивительные эмоции лыжники из Казахстана и Белоруссии начали получать еще в аэропорту Нерингри. В их странах еще плюсовые температуры, а в Южной Якутии уже настоящий снег. Первые впечатления у нас начались еще в аэропорту, когда нас так тепло и радушно встречали. Если честно, мы вообще ничего подобного не ожидали. Здесь столько много снега, натурального снега, и в таком количестве, поэтому в октябре месяце столь рано для нас это также было сюрпризом. Белорусы в Якутии впервые, поэтому для них вообще все было в диковинку, тем более, что встретили гостей с национальным колоритом и обычаями. Просто пришла с тренировки, а тут нас так встречают. Это очень неожиданно для меня, честно. Нас нигде, в принципе, так не встречали. Ну, мы и никогда не были так далеко от дома, но очень впечатлило. Выбор российских тренировочных баз и лагерей для белорусов не случайность. Спорт в Белоруссии также подвергся санкциям Запада, как и в России. Мы вообще этот сезон рассчитываем на то, что наше сотрудничество с российскими командами это будет стимул для движения вперед, для улучшения наших белорусских результатов. И мы на это очень сильно рассчитываем. В этом сезоне в Алдане собрались сборные из нескольких регионов. Лыжники из Беларуси, Казахстана, России и Дальневосточного федерального округа. Всего более 100 лыжников. Впереди у команд интенсивные тренировки и открытие республиканского лыжного чемпионата, в котором, по традиции, они примут участие в статусе гостей. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. Далее смотрите рубрику «Между тем». Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Республиканские власти продолжают работу по оказанию помощи и мер поддержки военнослужащим и их семьям. На днях правительство республики приняло решение о создании единого координационного центра, который будет курировать вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. Центр будет работать на базе постоянного представительства Якутии в Москве и координировать все ведомства, предприятия и общественные организации республики. Основные задачи Центра – это обеспечение координации деятельности и взаимодействия органов власти
по решению вопросов, связанных с оказанием всесторонней помощи военнослужащим, участвующих в специальной военной операции и их семьям, организации взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации и другими ведомствами, помощь раненым военнослужащим из республики, находящимся на лечении, содействие материально-техническому обеспечению военнослужащих из республики. К работе Центра будут также привлечены депутаты от республики в Государственной Думе и сенаторы в Совете Федерации, а также крупные предприятия, которые ведут работу на территории республики. Напомню, что ранее своим указом Арсен Николаев установил меры поддержки семей военнослужащих и мобилизованных, оказания единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, освобождение от платы за посещение детского сада и бесплатное питание учащихся с 5 по 11 классы в школах. Предоставление детям от 6,5 лет до 18 лет бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, целевое бесплатное обучение в вузах и СУЗах за счет средств госбюджета республики, установление повышенных стипендий учащимся в СУЗах и вузах, предоставление санитарно-курортного лечения родителям военнослужащих. Вся работа по оказанию мер поддержки в республике налажена. На горячую линию чаще всего поступают звонки для пояснения. Например, имеют ли право на выплаты семьи военнослужащих, которые проживают в других регионах страны? Подчеркну, право на выплату имеют семьи, проживающие на территории Республики Саха-Якутия. Также бывают случаи, когда заявление на выплату в размере 200 тысяч рублей одновременно подают супруга и родители военнослужащего. По установленному порядку выплаты получает супруга военнослужащего. Только в случае ее отказа или отсутствия от супруги заявления право на выплату имеют родители военнослужащего. Все мобилизованные и их семьи обязательно получат все полагающиеся меры поддержки. Всего доброго.